Всем привет, дорогие друзья! Мы снова на охоте, на гуся, за полярным кругом, здесь в Тикси. И сейчас мы, ребята уже маленько постреляли. Вот. Там вот сидят у нас головорезы, местные бандиты, употребляют кого-то уже в пищу. О. Ну, ребят, гильзы все собирают, смотрите, молодцы. Вдруг большими метровыми шагами. Белолобик стоит, прилетел, сел, ружье не достает. Это чайки. Чайки тут, пир на весь чайчий мир. Вот он. Они тут объедки доедают и так далее. Вот эти поморники, да, это поморники, да, называются? Ага. Но они самые крутые вообще, ребята, я смотрю. Вот эти белые чайки, которые обычные, они вообще их боятся. Хотя это не обычная чайка, она очень крупная. Так, ребята начали строить засидку. Пока строили, сейчас Моисей 3 гусей добыл, я не успел заснять. Они сами проектируют, строят, в общем. Я туда не лезу. Хозяева сами знают. Там остался Гаврил, Афанасий. Вот они этот сидят там. Ну а я возле моря, возле реки. Как всегда, ближе к воде. Как рыба в воде, да? Вот. Вот так вот сижу опять с своими 2 чучелами. Одну туда бросил в воду, вторую сюда. Ну, как сказать, ну, сантиметров, наверное, 10 уже где-то вот вода по поверхности льда появилась. Говорят, с завтрашнего дня уже потепление. Соседи вон там сидят. Сегодня стреляли тоже, шмаляли. Нехило так. Вот. Что еще сказать-то? Все, в принципе. Кстати, солнце выглядывает. Вау, жесть, солнце выглянуло. Жесть. Половина солнца. На солнце, половина без солнца. А, глаза мои, глаза. Очки надо одевать. Ребята строят засидку. Что-то не получается, видимо. О, гусик летит. Давайте встречать. Или чайки. Ну, там 2 чайки сидят. Давно таки довольно уже. Поморники.
Мазила нафиг. Ух, упал. Все, скончался. Ну, одного не попал, другого попал. Всяко бывает. Ну вот, друзья, вот такой вот еще один молодой гусак в нашу копилочку с утра. Вот. Ну, по первому гуменнику я смазал, но у него и скорость другая была, он и крупнее. В общем, отговорок, как всегда, куча. Вот. Ну, вот этого белолобого я взял молодого. Ну, охота, как говорится, дело такое. Вот. Пока Моисей пошел вот добирать подранка. Вон одиночные летают. Вон опять гусь летит. Давайте попробуем. Подманить его. Подстрелил только что гуся. Вот он сидит. Сразу за ним не иду, потому что подранок. Пусть немножко прихватится, пристынет, как говорится. Потом сходим. Вот там он упал. Видно, что у него попадание хорошее. Так вот. Вон люди домой выезжают уже. Говорят, сосед приболел. Приезжал напарник его на днях.
Сегодня они в поселок уезжают, в Тикси. Ну, наверное, в больничку, я так думаю. Ну, или дома лечиться. Ездят вот на таких, вот на такой технике. Вон они поехали. Вон Николай пошел гусей собирать. Придавил его маленько. Заряжается. Сейчас вот летела стая на нас. Николай шел забрать ранее подранка. И посчастливилось ему. Прям над ним полетели. И да, он одного свалил. Đứng khai là từ trên đỉnh nào biết đến biết được nó ở đây còn gì biết được. О, добрал Киндеры, 2 гуся. да? Которые ранее подлетели, вот мы по ним стреляли, и вот Они туда иди. он их добрал. А, нет, один только в руке, да? Biết rồi. Так, ну что ж, очередной поход за подранком. Ну не то что подранком, он просто упал там. Попадание было, ну и он... Это уже сегодня у меня второй гусь, за которым я хожу. Так они погибают иногда. Просто повисают и летят, и их уже никак не сбить ничего. Смотрите, уже вода поднимается на море. Морская. И так вот за день буквально все это растает. Станет еще больше воды. Это я уже ходил за одним. Думали гусь. Оказалось, что чайка черная, вот этот ихний баклан или как его там, морской поморник. Вот. Оказался поморник. И поэтому обломился я маленько. Сейчас тоже иду, что-то непонятно, где гусь. Я уже его из виду потерял. Просто вслепую иду. Давайте смотреть, что есть. Вон там мы выстрелили. Он полетел и упал туда. Можно либо это гусь, либо вон тот. Давайте посмотрим. Через зум. Камера очень плохо фокусируется. Походу вот лежит. Или вон. Либо вот, либо вон. В общем, сейчас иду. И походу еще одного гусака нашел. Иду подбирать этого, который поодаль упал. И там, походу, еще один гусь лежит. Ну, сейчас посмотрим. Здесь как бы охотников много. Мог и от них прилететь, мог и отсюда. Сейчас посмотрим, откуда упал. С какой стороны, направление какое. Но это все равно ничего не говорит. Потому что он мог всяко разно спикировать. Вот наш лежит. Это точно мой вот. Видите, вон как он шел. Вот такой вот след оставляет. Вот.
И вот здесь зарылся просто вот сразу. И все, отошел. Забираем. Сейчас пойдем покажем. Вот что-то интересное. Я говорю, вот здесь вот. Вот этот поморник. Он уже прицеливается, ходит. Так. Ну вот, подходим к очередному гусю. Смотрите, здесь уже поморники собрались. Что это такое? Почему они тут столпились? Ну, точно гусак лежит. Вот он летел. Сюда спикировал, получается. И сюда упал. Видите, вот. Он оттуда спикировал, с той стороны. Гуменник. Хороший. Теплый. Только что. Ну, это вот ребята стрельнули ранее. Вон. Ой, эти падальщики уже тут собрались. Ждут, сидят. Так что так вот. Пойдешь за одним, можно взять двух. Метод умерщвления гуся по-моисеевски. Душить гуся. Моисей душит гуся. Зрелище не для слабонервных. Афанасий пошел добирать гуся, который вон там на льду. Ну, в него попали как бы, но он себя чувствует как-то живчиком, я бы сказал. Да, хоть не летает, говорят. Пытается улететь, но не летит. Он не может. Сейчас его Афанасий доберет. Думаю. Опытный охотник. Афанасий. Много лет уже охотится на гуся. Итля. Бежит. Так, сегодня Николай нам сварил гуся, которого мы, собственно, вчера и щипали в казане в афганском. Будем сейчас это дегустировать. Вот здесь вот охотимся. Такой вот сарай с такой вот верандой. И гуси прилетают сюда. Получается, с этой стороны налетают. Отсюда, либо отсюда. Ну и ребята их встречают, собственно, вот. Арсенал. Здесь маленький гусь постреляны. Здесь есть такие двери с бойницами. Там у нас зона для обдумываний. Вот там вот в ту сторону приблизительно.
Здесь у нас банька, хозпостройки различные. Все это питается вот такой системой солнечная. Здесь солнце, как вы знаете, не садится. Есть усилитель сотового сигнала, есть Wi-Fi. Блядь. Я где-то там пакет ложил. О. Пакеты кончаются, да? Дефицит пакетов в тайге, друзья. Мы собираем использование пакетов повторное, а потом скапливаем там всякое и сжигаем. Вот. Все экологически чистое, все, ничего не портится. Так вот. Здесь у нас календари висят. Вот такая вот, такой сарайчик. Ну и там зона, где мы спим, собственно. 4 человека и один здесь. Вот такая вот охота. Что, вообще не стал резать? Говори, какие-нибудь есть эти у тебя? Ну, эти есть какие-нибудь эмоции, там что-нибудь такое, нет? Что-нибудь? Отзыв какой-нибудь есть? Пока ничего нет. Наверное, потом. Пока ничего нет. Да. У Моисея отзыв есть какие-нибудь? Отзывы, да. Гусь начал летать со вчерашнего активно. Сегодня вот с утра на мысу просидели. Уже эта стая хорошо подлетает. Погода исправилась, что радует. Вода потихонечку. Ну, снег оттаивает, там немножко вода выходит. Как-то так. Понятно. Хорошо, спасибо. Вот такая печка. Ну, дверь от Пашихон став, друзья. Даже здесь, в далекой тундре, на севере, печка Пашихонка. Часть печки Пашихонки служит верой и правдой. Друзья, эту крышку когда-то Моисею я подогнал. Она ровно от печки. И самое что прикольное, она ровно подошла. Ну, там диаметр трубы. Все, короче, по стандарту. Специально под крышку сделано. Да, то есть дверь сделана была специально под крышку. Понимаете? Печь была изготовлена специально под эту крышку. Пашихон став, друзья. На сайте клеворыбалка.рф. А также УРУ. Стохаран, Ганя, Кас, Этин, Которору. Мы обычно, да, мы вот так кушаем. Гаврила разделал гуся, Николай приготовил. Это ваше совместное блюдо, да? Хорошо. Когда два шеф-повара вместе работают, это блюдо будет. Это очень вкусное блюдо получается. Сейчас проверим. Ну. Шурпа пошла. С овощами, да. С этим, как его? С перцем. Чтобы хватило всем картошки. Да, я думаю, хватит. Что? Прям картошки много почистили, да? Заморочились, смотрю, да? Ну, немного, да. Хорошо, прям заморочились так, ребята. Молодцы.
Картошканы вот меха как понятно. Картошка битте, да, уже еще баба. Можно будет с рисом попробовать забабахать. Это вот это не надо. А, да? Полный, да? Все гибенина. А тут давай кушать, ну мясо что. Один раз поедим гуся и все. Остальные блюда будем готовить по традиционному рецепту. Вкусненько, да, вкусненько. Мясо в горшочках, что-нибудь такое, да? Мясо по-французски. Курочка в печи. Печи, фольги. Да. Ну-ка, мы тебе тогда. А мне кому Так, после обеда Афанасий пошел добирать гуся. Гусь, значит, подранок. Вот он немножко летает, ну и немножко убегает. И убегает, и летает. Как будто дразнит. Только Афанасий к нему начинает приближаться. Гусак раз на крыло и пошел. Отлетает метров 30, садится и опять бежит. Он его загоняет на берег. Да, Афанасий его сейчас... Он пошел. Опа, оп. Сел. Так. Здесь нужны все спортивные качества Афанасия сейчас. Смотрим. Либо охотничий опыт. Он его, видать, хочет в нашу сторону подогнать. Возможно, если он подлетит к нам, то мы его доберем. Вот Афанасий уже его гонит. Он в нашу сторону его подгоняет. Правильно. Ага, хорошая тактика. Тактика настоящего охотника. Главное, чтобы он в нас не стрельнул. Вот в чем дело. Лишь бы в нас не стрельнул. Вот. Начинает обходить его. С подветренной стороны. Угу. Гусь идет. Он еще не подозревает о том, что мы здесь есть. Возможно, он сейчас подлетит к нам. Очень интересная ситуация, друзья. Ставим. Делайте ваши ставки. Кто победит в этой? Выстрел. Прям в нас. Прям в нас, короче. Так. Ладно, ничего. Смотрим дальше. Чем обернется это? Так. Посмотри. Ребята аж здесь пригнулись, короче. Здесь Моисей аж пригнулся. Гусак идет гусак. Возможно, он сейчас к нам прилетит. Ну, до нас-то уже недалеко ему осталось. Да, надо ему в бок стрелять уже, потому что у нас уже не резон, тут мы стоим. Ну видно, что он. Ага, есть попадание, есть. Захромал гусь. Ага. Сейчас у Афанасия должны кончиться уже патроны. Надо будет, если что, на помощь бежать. Не, все, сел гусь. Засел. До нас почти дошел, да? Пытается взлететь. Все, сейчас уже, да. Он ему, короче, крылья перебил. Крыло уже сломано, все. И спокойно он его, значит, сейчас добирает охотник. Хватает гуся. Все. Раз, и все. И к нам идет.
Стрелки не попали по низколетящим целям. Но ничего, ничего, бывает. Так, еще одна стая налетает на засидку Гаврила. 2 гуся. Да. Немножко не попал Гаврил по ним. Сюда. Прямо. Ага. Так, сейчас Вот теперь. Афанасий пошел за вторым гусем. Второй гусь тоже подранок. Где он там? Вот он сидит. Крыло перебито, как видите. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но ножки еще есть. Есть ножки. О, красавчик. Все. Патрон выкинула. Так, вечером мы засели Рак подпадет. в этом скоротке очередной. Сейчас будет происходить добор гуся на наших глазах. В этот раз уже Гаврил, собственно, персоны. Пошел за гусем. Кого он там стреляет-то? Где гусь? Не видно. На камеру не видно. Где-то здесь прячется. Бежит. Карток дайра. Ой, только гынна. А, упал вроде. Попал, кажись. Нет, не попадает. Бежит, 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 бежит. Бежит, 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 бежит. Где гусь? Патроны кончились, походу. А с собой не взял, видать. Опасно, рахман. Сахам сирин үрдүге тыйыстым никына жилороюн кемиге ургая киретина тула эттүм атмаган туман болан оргуяр эңдесте сир халам хайысыл
Duydum teistimni ta Saha jonum ken tututa tulur gawe